Здравствуйте, уважаемые зрители и гости нашего канала Видаскара. Тема сегодняшнего видео – тебе письмо от тебя из будущего. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует портрет, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, вы можете перейти на другие видео нашего канала или других авторов. Итак, сегодня будем гадать на двух колодах, на Таро и на оракулах. Кто вы? Сейчас ни о ком не думайте, ничего не думайте. Думайте только о себе. Сконцентрируйтесь на себе. Представьте, что вы сидите напротив себя же и смотрите в свои глаза. Неважно, кто смотрит, мужчины или женщины, да, расклад будет и для мужчин, и для женщин. Вот смотрите, тут момент есть недоверие. Вы никому не верите, вы никому не доверяете, пока вы не проверите. Здесь показан портрет, большое количество, возможно, смотрит, да, женщины. Здесь показан портрет той женщины или такого человека, который в своей жизни, да, вообще ваша жизнь, как вы научились жить вот на сегодняшний день, да, благодаря, да, какого опыта вы набрались, причем здесь женщина с огромным опытом, или мужчина, благодаря тому, что жизнь вас как-то, да, были какие-то сложности, причем много сложностей. У кого-то, да, кто-то переезжал с одного места на другое очень много раз. И также, или, да, вот трансформации за трансформациями, моменты перемен. Вот каждый раз, да, когда вы менялись, да, когда приходили такие какие-то острые, причем через какие-то острые моменты, да, вы менялись внутренне до неузнаваемости. Вот. Не совершенно, да, прям полностью до неузнаваемости, но были именно большие сдвиги в вашей перемене. Тут у кого-то может быть внешние, да, внешние перемены, изменения, но тут больше акцент ставится на внутреннем. Вы менялись внутренне, причем, знаете, в вашей жизни тут очень много было и обманов, тут много слез, да, вот за плечами такой женщины, мечевой королевы, нелегкая жизнь, сложная, и, возможно, та, где вы в одиночку справлялись со своими проблемами, с трудностями. И даже вот если смотрят женщины, здесь женщины, которые несли какую-то ответственность постоянно, будь то за родителей даже, да, или же за детей, или же за какие-то, например, да, вы где-то работаете, у вас какая-то ответственность. То есть есть момент сложной жизни, непростой. Здесь также момент идет работа с информацией, да. Тут кто-то или
возможно, что-то посылает куда-то, да, или получает и передает какую-то информацию. Возможно, кто-то чем-то занимается, то здесь момент информации идет. И момент обучения. Вы не стоите на месте, да, вы ловите инсайты, вы учитесь, вы не говорите себе: стоп, я уже выросла, и хватит меня учить. Вы, как это называется, человек, да, который в библиотеках проводит время, я не говорю конкретно про вас, да, это книжный червь, да, а вы постоянно рады постигать знания, обучаться чему-то. Но обучайтесь тому, что вам приносит или результат, да, или же вы за счет этого как-то растете. Неважно как, или финансово, или духовно. То есть здесь есть момент, что человек никогда, и даже сейчас, и сколько бы вам лет не было, вы постоянно обучаетесь. От детства. Тут, возможно, кто-то в детстве любил слушать не своих ровесников, а, возможно, взрослые, как говорится, разговоры. О чем там говорят родители, да, со своими знакомыми, или вообще не только родители, а, да, те, кто старше. Они были интереснее для вас, потому что у них, почему? Потому что у них есть чему поучиться, у них есть информация. И тут момент есть такой, что вам важна информация очень сильно, да, вы как голодные до информации или голодный, да, для вас это как пища, пища для размышления, пища для роста. Вот мы едим физическую еду, да, мы, да, у нас и белок прибавляется, да, там и витамины, и микроэлементы и так далее. А также, здесь момент духовной пищи, когда вы тут именно себя пичкаете или не пичкаете, как это, как едите знания, да, так скорее. Это и есть хорошо. Вы не останавливаетесь. Причем не дано всем развиваться. Вот вам да. Бывает, человек, как говорится, смотрит в книгу, видит фигу, да, или бездарно проводит время, просто упуская моменты своей жизни. Кто-то проводит их за играми, играя в игрушки. Причем, знаете, поиграть в игры иногда, когда мы очень много работаем, особенно мыслительный процесс наш, да, очень хорошо иногда и расслабляться. Иногда игры, да, именно, ну, там, я не знаю, кому какие игры, приводят именно такой баланс, когда вы расслабляетесь, даже просто, да, жмакаете на какие-нибудь шарики, которые лопаются. Есть момент того, что вы приводите свои мысли в баланс. Нельзя только работать, работать и учиться, да, иногда нужно расслабляться. Вот игры, есть момент, что, ну, неважно, не все любят в игры играть, да, ну, кто-то любит, не знаю, например, на велосипеде поездить или, не знаю, повязать, посидеть, порисовать. Вот очень хорошо чем-то, конечно же, отвлекаться, не только работать, потому что можно получить вот этот вот момент выгорания, что приведет к катастрофальному исходу, да, что есть страшно. Здесь очень много такого обучения, или вы просматриваете, возможно, какие-то, может, видео обучающие, да, полезные. Вы любите для себя, возможно, даже в закладках откладывать что-то полезное, учиться. На данный момент есть момент недоверия, потому что в прошлом, возможно, была какая-то ложь, и причем не раз. Люди тут или же наживались на вас, да, или... то есть вы сейчас уже не та. Сейчас есть момент такой оборонительный, да, уже думаете, говорить ли эту информацию, да, или она же потом против меня может сыграть.
Кто-то здесь потерял человека в своей жизни, причем тут кто-то мог потерять своего мужчину, или, да, если смотрят мужчины и женщину, потери тут разного характера могут быть. Есть момент недоверия, и есть момент закрытия, ухода в себя. У кого-то проиграется, да, здесь именно закрытие, уход в себя. Возможно, кто-то испытывает какую-то острую депрессию на данный момент. Люди, возможно, по отношению к вам как-то себя, да, ввели. Здесь кто-то у кого-то что-то украл. В вашей жизни крали, да, что-то украли. Возможно, даже материальное. Деньги, квартиру, недвижимость, да, или машину, не знаю. Вот что-то материальное было украдено. И вы знаете, вот шансы вам в жизни предоставляются после каких-то тяжелых ситуаций. Вот тяжелая какая-то ситуация, вы ее проходите, причем это женщина, которая, да, или мужчина, кто смотрит, прошел, да, уже эту острую ситуацию, и тут приходит шанс в вашу жизнь. И вы не отпускаете шанс, да, тут пользуйтесь шансами. Тот человек, который, возможно, всем помогал, да, или человек, который на данный момент поможет. Вот хоть вы не доверяете, да, но у вас сердце есть. Это хорошо. То есть вы уже в той роли доверяй, но проверяй. Люди, да, которые пришли на расклад, тут есть момент, опять-таки, сейчас я еще хочу посмотреть. Здесь кто-то или занимается лечительством, да, или изучением, возможно, чего-то эзотерического, эзотерика, но по справедливости. Справедливо. Для кого-то это момент есть, да, постоянного. Именно занимайтесь постоянной эзотерикой или постоянным изучением эзотерики. Возможно, кто-то здесь именно, да, пришел на расклад, кто занимается или нумерологией, астрологией, тарологией. Для вас, да, возможно, тарологи. И для вас это основа. Тут показывает основу, где вы решаете или же вы обучаетесь решением судьбы людей. Судьб людей. Причем, знаете, здесь нет, здесь нет момента пакости, да, что вы что-то делаете такое зловредное. Тут именно вы справедливо относитесь. Тут, возможно, тут люди или же верующие, да, которые посещают часто храм, святые места, или же люди, которые, возможно, лечат, возможно, читают очень часто молитвы,
да, или же используют белые ритуалы. Не только во благо себе, но и во благо остальным. Начинайте новую жизнь, да, или же вы уже готовы идти в новое. Возможно, одни и те же люди приходят, потому что часто здесь именно в портрете я вижу, человек начинает что-то, вот вы начинаете уже что-то для себя новое. Кто-то для себя сделал тут и открытие. Пережил после пережитого какого-то предательства из прошлого. Очень много энергии идет таких сильных, крупных, да. У вас очень много энергии, или же вы по себе энергичный человек, вы человек, который не останавливается, да, вижу цель, не вижу препятствий. Человек не, вот просто жизнь так закалила. Есть момент здесь амбиций, есть момент принципов. Вот у меня такой принцип, и все, и точка. Уже, да, вы не будете сворачивать с пути, может быть, да, я и себя наказывать и говорить, какая, да, я ошиблась, да, я глупая. Нет. Вы понимаете, у вас есть четко какой-то принцип, да, и вы понимаете, что вы правы. Есть момент амбиций, но не в плохом плане этих амбиций. Вы просто четко умеете говорить «нет». Или же четко отвечать на поставленный вопрос конкретно. Да, вы не боитесь в лоб заявить то, что вы думаете конкретно. Не есть злобно, да, а именно конкретно, четко. Сильная, очень сильная энергия здесь идет вот от расклада. Очень такой человек воинственный, человек, возможно, революционер или человек, который готов толпу, да, вот у вас есть группа, скупина людей, толпа, когда вы можете их взять и повести. Причем у вас есть четко какой-то план, четко какая-то цель, да, и люди, возможно, идут за вами. Вот вы победитель, и тут почему-то показывают вашу главную поставу, да, ваш главный вот этот постой. То есть вы как лидируете. Вот где бы вы в компании не находились, в компаниях, в группах, да, или же есть момент здесь не то, чтобы лидируете, последнее слово за вами. То есть вас слышат и оценивают, да, ваше мнение. Например, да, собрались мы за круглым столом, все дали, да, какой-то свой голос, вот, свою правду, да, и вот вы тоже заявили свою правду, причем вы знаете, не просто заявили, у вас есть на это и аргументы. Вы просто так воду лить не будете. Вот вы говорите конкретно, да, что-то, причем это правда, потому что у вас есть факты. Вы не будете лгать или ходить змеей, да, там между сосен, а вы именно правду в лоб. Или же идею, да, вы скажете свою идею, и она будет иметь какой-то вес. Возможно, здесь люди, которые, да, или же занимают какой-то пост, или же ведут людей за собой, да, может быть, начальники. Ну и вообще здесь характеристика идет человека-начальника, человека, который умеет вести, человека главенствующего, человек, который имеет порядок, собранность. Да, такого грех не послушать.
Вы надежное плечо. Вот просто тут есть еще такой портрет. Вот вы, да, хоть здесь и проходит женский портрет, но не просто портрет женский, да, а тут сильный портрет сильной женщины, если смотрят женщины. Если смотрят мужчины, здесь идет момент того, что вы, возможно, да, даете людям от себя как батарейка зарядиться, да, или вы как-то сподвигаете людей на что-то, мотивируете. От вас есть такая сильная подпитка энергии. Причем, знаете, вам хватит ее и на себя, и на остальных. Волосы. В портрете здесь почему-то задействованы волосы, на ваши волосы смотрят. Тут, кстати, уже второй расклад, я вижу акцент на волосы. Волосы, мимика, жестикуляция. Да, в вас есть что-то, вот люди насмотрят на вас, именно изюминка в вашей какой-то жестикуляции. Также, да, акцент на волос. Или прическа, может, необычная прическа, или у вас какие-то, может быть, качества, да, не качества, как это, хорошие волосы, богатые, ну, качественные, давайте так скажем, качественные волосы. Хорошо. Тут, возможно, момент успеха. У вас идет денежный успех. Но это мы уже дальше будем смотреть. Приход какой-то большой суммы. Если с вами резонирует, давайте смотреть дальше. Да? Мы уже опять запрыгиваем наперед, карты перескакивают. Хорошо. Это мы уже дальше посмотрим. Тебе письмо от тебя из будущего. Если резонирует, продолжаем смотреть. Тебе письмо от тебя из будущего. Что же у тебя там в будущем? Думай только о себе. Никого не загадывай. Вот смотри. Очень много ты надумываешь сейчас, что-то накручиваешь. Очень много. Да, ты уже вот есть в будущем, и ты говоришь себе, что на данный момент ты очень много накручиваешь, и тем самым есть момент, как портишь свою ауру, пространство. Ты двинешься вперед. Ты оставишь вот это больное, или у кого-то болезнь позади, да, у кого-то может быть и болезнь. Ты оставишь это позади. Ты выйдешь из этого состояния. Далее те проблемы навешенные, о которых ты думаешь, да, они уйдут. Или же тут момент, у тебя появится шанс резко, внезапно это решить и уйти от этого. Тут, возможно, да, кто-то поменяет местоположение. Кто-то будет менять локацию или возможен переезд. На то будет выбор, два пути.
два пути. Туда или туда. То или то. Также смотрите, здесь у кого-то возможен выбор. Выбор из двух партнеров или партнерш. Вы знаете, тут момент заслуженное счастье. Вы заслуживаете, вы ждали. Кто был одинок, здесь как долго ждала. И тут на раз-два сразу два. Или долго ждал. Да, есть момент проверок с обоих сторон. Вас проверяют, следят. Такая ли вы или такой ли вы на самом деле. И вы проверяете. Тут есть момент неравнодушности к вам, как к персоне. Вы знаете, для кого-то здесь, правда, встанет такой, кто одинок, встанет такой сложный выбор. Почему? Тут будет момент такого момент замешательства. Какой путь или да, какого партнера в свою жизнь принять? Вот этот такой-то-то или это такая-то, а это такая-то или этот такой-то-то. И вот они как, да, ни один не может другого перевесить, вот как одинаково, да, и вот сложный выбор для вас. Почему? Потому что будут какие-то обстоятельства так сложатся, где именно предстоит именно сложность этого выбора. И знаете, тут как это резко так происходит, да, вот одна, и тут врывается сразу два. Тут у кого-то может быть еще момент, это интернет-знакомство или же, да, что-то связанное через воздух, это информация, это звонки, переписки. Кто находится в паре, здесь опять идет момент выбора. Что-то придется выбрать. Кого-то, возможно. Для вас чувства будут сильны. Материальное положение тоже, знаете почему? Потому что если смотрят женщины, да, я не говорю сейчас о мужчинах, говорю, вот если смотрят женщины, здесь момент, вы можете и много зарабатывать сама, да, но для вас важно, когда, если мужчина умеет зарабатывать, не потому что вам важны его деньги, потому что вам важен он как мужчина. Вы видите в нем мужчину. Вот такой вот момент, да, может проиграться, что для вас важен будет статус мужчины. Вы можете быть и независимой финансово, но для вас важно, да, качество мужчины. А качественный для вас будет тот, который умеет зарабатывать. Это вот раньше, да, как женщины выбирали мужчин, да, для них был в приоритете тот мужчина, у которого был конь, да,
Это как автомобиль сегодня. Раньше это были кони, на которых скакали, да, это было дорогое удовольствие иметь коня. Вот, а сегодня это автомобили, это, да, я не знаю, что еще. Вот. Если смотрят мужчины, да, здесь состоится такой тоже сложный выбор, но здесь не есть момент, да, вы будете думать о знаниях, да, насколько она умна, да, вот это ум и чувство. Вот целесообразность, расклад ее ума, как она думает. Какая-то вот будет просто, да, две чаши на весах. Вот на данный момент, что вы можете сказать себе из будущего? Вот на данный момент, да, есть в окружении люди, которые именно вот гадят, свистят, да, в вашу спину. Тут не только гадят, да, здесь именно пакостят или завидуют. Тут, да, такой момент идет, что мне нечему завидовать. Но вы знаете, у людей есть не только материальное, да, у них есть еще и духовное. Да, могут люди завидовать и вашему духовному. Насколько вы умны, насколько вы талантливы, или же насколько вы красивы внешне, или насколько вы богаты и так далее, кто быстрее. Вот недавно смотрела фильм один, но я не досмотрела, но сам факт с этого фильма, да, именно момент уловила, когда трое людей остались в городе, где нету ни одного человека. И вот на момент этого, да, фильма, именно на этот момент. Вот представьте, когда в мире, да, вот вы остаетесь одна, все есть, ресторан, да, магазины, все, вся красота материальная, но нет людей. Попробуйте, да, вот даже визуализировать этот момент и что именно будет происходить с вами, как вы думаете? Будет ли интерес вообще завидовать, да, или же будет ли интерес с кем-то соревноваться, когда никого нет? Вот здесь такой момент, что не от ума, да, идет зависть, тут именно, возможно, да, люди завидуют или же вашим талантам, да, или какой-то яркости, внешности. Почему-то мне здесь идет момент предостережения. Поберечь себя. Тут, кстати, есть момент даже с глаза. Да, как люди сглаживают. А самое лучшее, да, вот я говорю много раз, это молчание. Счастье любит тишину. Вы должны наслаждаться этим счастьем. Только вы. На пороге перемены. На пороге идут перемены и уход от прошлого. Конец с прошлым, да, конец с чем-то, то, что вы оставите в прошлом. Причем такой кардинальный. Тут кто-то именно поставит какую-то точку в чем-то. Может и в чувствах.
Вот очень хорошо для профилактики чиститься. Да, хотя бы делать маленькие ритуалы. Вот вы приходите с улицы, да, вы же моете руки, да, вы же моете тело. Вот пока вы находитесь в душе, принимаете душ, когда течет вот от макушки, да, вода по макушке уже, проговариваете такие слова: куда течет вода, туда все проблемы и беда. А когда ложитесь спать, проговаривайте: вечером сказано, ночью исполнена, моя жизнь любовью и счастьем наполнена. Вот просто для себя возьмите такой маленький ритуал. Это не есть сложно, да, это и для вас очищение, для вас выздоровление, закрытие дыр в вашей ауре. Да, здесь момент защиты. Вам требуется сейчас защита от нападения. Позавидовать, да, можно чему угодно, даже мелочи. Вот вы приобретете, не знаю, красивую кружечку, и тому могут позавидовать и в спину так плюнуть, что потом не отряхнешься. Да, придется только соскабливать и стирать. Смотри, около тебя вьется сейчас уже в воздухе шанс. Шанс на твое процветание. Возможно, это кто-то меняет свою внешность, да, фигуру, кто-то, может быть, в спортзал запишется, да, кто-то начнет бегать, или же правильное питание, может быть, да, салоны красоты, да, какое-то изменение, трансформация себя. И сейчас летает какая-то информация около тебя, может, даже это видео, да, направление подсказывает тебе, но ты этого не замечаешь. Причем это несколько раз одно и то же. А вот сейчас вспомни, что это несколько раз и одно и то же подсказывает тебе. Подумай. Одно и то же. Сейчас уже это есть в пространстве в твоем, да, или же ты натыкаешься на одни и те же числа, или же ты натыкаешься на одни и те же фразы. Вы можете, кстати, в комментарии написать. Мне очень интересно. Все комментарии я читаю. Момент, вы знаете, тут момент наполненности идет. Когда вы начнете менять себя внешне, начнет меняться все внутри. Причем, вы знаете, в каком русле это все пойдет? В том, когда вы меняетесь внешне, да, внутреннее состояние ваше меняется, вы преображаетесь именно в плюс. Здесь идет карта в плюс. И на вашу энергию, возможно, приходят новые люди или новая информация, новые инсайты или новые возможности. А давайте возьмем это так в совокупности словом возможности, потому что это и есть все одно и то же, возможности. И давайте из этого возьмем то, что если вы хотите, чтобы в вашу, да, будем читать назад, жизнь пришли возможности, да, нужно начать заниматься собой. Не обязательно внешне.
да, можно и внутренне. Но здесь кто-то, да, именно внешние моменты, кто-то, может быть, стиль в одежде изменит, или же скажет себе, что больше, да, я с кем-то там перестаю общаться, потому что это мне приносит негатив, или же, то есть даже, да, изменение своего круга окружения. А вы же себя любите? Не в том плане любите, я эгоистка, я себя люблю и все только для меня. Нет, любить себя, многие спрашивают один и тот же вопрос, как полюбить себя? Полюбить себя, вот представьте, что вы себя держите в руке, как хомячка, не знаю, как, да, маленькое существо. Что ему нужно? Поесть. Вы же не будете сыпать, да, этому хомячку всякую гадость. Вы хотите, чтобы он хорошо поел, качественно и так далее. Да, вы будете заботиться, гладить его, беречь его от того, чтобы кошка на него не напала, да, гадина такая. И также да, здесь момент, как себя любить, оберегать себя от негативных воздействий. Да, тем самым принимая душ, проговаривая, пусть делая этот ритуал, да, о котором я сегодня говорила, кормя себя, да, вкусно, вовремя, проводя время в спокойствии или же в приятной атмосфере, да, как вам нравится, а не кому-то как удобно. Вот это не есть момент эгоизма, это разные вещи, это момент принятия и любви к себе. Когда вы себя принимаете как ребенка, заботясь о нем, давая ему все самое лучшее. Скрепление узов, кто в паре, да, или же тут момент, да, у кого-то идет строительство, переезд на новое место, где вам хорошо. Кто одинок, здесь скрепление узов с постоянным партнером. Не так повстречались и бросил или бросила, а именно здесь есть проговаривание каких-то планов на будущее. Давай поставим дом, посадим цветы, вообще сад, да, здесь выстилаем дорожки, вот поставим вот такую крышу над головой, вот такую лестницу, купим вот такую мебель, вот какие-то вот такие моменты. И здесь еще, я говорила здесь, да, от гадости прочь, вот именно любите себя, да, уходите от тех, да, людей, которые, возможно, или ехидничают, сплетничают, от таких мерзких. Как понять, да, как можно предостеречь себя от таких людей? Самое главное, послушав их. Да, если люди сплетничают злорадно о других людях, поверьте, эти люди и о вас также сплетничают злорадно. Конечно же, улыбаясь вам в лицо, но за вашей спиной, да, именно действует точно так же. И тут такой еще идет момент, что оберегать себя, да, возможно, делать защиту или, да, здесь еще и огонь, огня много высвечивается. Поставьте свечу, белую свечу, просто восковую, у кого нету церковной, или же церковную. И проговорите столько раз на убывающую луну, сколько вам лет, Отче наш. Это очень мощная чистка, очень сильная чистка. Вот чисто сердечно. Также есть момент, лучше, конечно, использовать восковые свечи, церковные свечи. Но если нет, поставьте белую свечу.
Также смотрите, когда вы ставите восковую свечу, оставляйте ее догорать уже до конца и да, в безопасное место. В кастрюльку можно поставить. Если вы зажигаете белую свечу, восковую обычную, то да, пламя можно потушить пальцами или прикрыв там крышечкой, да, когда кислорода нет, она потухает. И у каждого, да, своя молитва будет, не обязательно «Отче наш». У православных у них «Отче наш». Смотрите, здесь есть какой-то момент, да, будете испытывать, как все, какой-то момент будет замкнутого круга. Вы будете чувствовать то состояние, именно замкнутый круг. Или момент страха, непонятно из-за чего. Да? Это внутренний именно уже такой дисбаланс. Возможно, это даже есть момент выгорания. Может быть, да, как мы смотрели по портрету, вы очень много работаете или очень много умственного здесь идет. И очень хорошо, да, когда такие моменты наступают, возьмите воду, вот стакан воды, налейте столько, сколько вам нужно, да, сколько пожелаете. Воды, насыпьте туда соль. Соль желательно купить в магазине отдельно, не ту, которой вы солите еду и так далее. Отдельно купить соль без сдачи или расплатиться картой, да, не беря сдачу в руки. Вот. Приносите домой и насыпайте столько соли, да, воду обычную с крана можно налить. Насыпайте столько соли, сколько, да, ложкой загребете и вот насыпите. И поставьте около постели, там, где вы спите, на полочку, на столик. И пусть она там стоит. По истечении 7 дней, на любой момент Луны, это не важно, да, вот у вас пришло это состояние, чувствуете какую-то тревожность. Вот только в тот момент проведите такой ритуал. И по истечении 7 дней эту воду с солью просто выливаем в раковину, да, или в туалет. Промываете этот стакан, лучше баночку взять, например, можно. Промываете этот стакан, но не есть момент использования. Используйте это только, да, вот для такого ритуала, этот определенный стакан. Да. Вы видите для себя определенный стакан и можете его использовать. И у меня почему-то вот именно оно, да, сейчас пришло сюда. То есть именно эта информация. И не просто так. У нас канал случайности не случайны. Да, кто уже долго на канале, уже знает эту фразу нашего канала. Случайности не случайны. И вся информация, которая идет, для кого-то это бред, как говорят, бред собачий. Да, а кто понимает, о чем идет речь и как меняется его судьба, да, кто уже долго на канале, тот поймет, о чем идет речь. Неважно, у меня вы на канале, да, или сейчас же вы перешли на другое видео. То есть это все не случайно. А могли бы выключить видео и пойти спать. А могли бы переключиться на другое. Неважно. То есть все, что происходит, оно должно быть. А не почему я так сделала, да тра-та-та. Нет. Все, что не происходит, оно происходит так, как уже написано. По судьбе. И все происходит, поверьте, все происходит не просто так. Даже мелочи, даже детали, даже что-то вы где-то увидели, все происходит не просто так.
Наберитесь терпения. Тут момент, вы и так терпеливы, уже несколько раз мне на это указывают карты, да, и в вашем портрете есть момент терпеливости. Много чего вы в жизни перетерпели, еще перетерпите, да. Вы такой по себе человек, просто терпеливый. Наберитесь терпения. Удача. Удачное стечение обстоятельств. Тут, возможно, приход какой-то да, долгожданной или суммы, да, или же каких-то возможностей, причем крупных возможностей. Через кого-то, через какого-то человека. Тут не просто все так. То, что вы и не надеялись получить уже. Вы это получите. И я сейчас вспомнила, да, вот как работают чистки, как работают вообще ритуалы, да, когда мы уже об этом и не помним, да, вот мы погадали, мы уже не помним, проходит какое-то время, там, не знаю, год-два, и мы вспоминаем, а нам же когда-то, да, гадалка говорила, что вот это. Вот тут момент такой, что вы уже на это даже и забыли. Может быть, кто-то должен был вернуть долг, да, тоже по этой карте может прослеживаться именно возвращение, да, какой-то суммы, может, крупной суммы, да, или же вы уже этого и не ждали, или же забыли уже об этом. Вот тебе письмо от тебя из будущего. Вот то, что происходит, да, не бери очень сильно всерьез, важно. Люби себя, сохраняй свои нервные, да, психику свою сохраняй. Сбудется то, о чем ты мечтаешь. Сбудется. Тебе не нужно переживать, да, не жди, оно все сложится таким образом, чтобы это сбылось. О чем ты там мечтала, я не знаю, но это сбудется. Почему? Потому что у вас сейчас очень много, у каждой, да, о чем-то мечтает. Тут есть момент баланс. Кто-то приходит в баланс, да, и у кого-то именно все начинает складываться по пазлам. Кто-то хотел найти работу, он ее находит. И причем та работа, которая вам подходит и нравится. Тут вы прям мастер своего дела, да, или же вы по своей профессии, да, или то, чему вы обучались, вы начинаете это делать. Если касается работы, если касается чувств, здесь момент прихода человека в вашу жизнь, именно гармоничный вам. Вы пара. Да, здесь момент еще идет очень много общего. Или что-то прям похоже, может быть, из прошлого. У вас что-то одинаково с этим человеком. Здесь момент есть, когда вы общаетесь, вы как будто бы знали друг друга уже давно. Также, кто находится в паре, здесь момент, как долгожданно, да, что-то вы ждали, оно возвращается в паре. Да, возможно, была пауза. Может быть, и возобновление отношений. Какие-то общие дела начинают делать люди. Также есть возможность прикосновения друг к другу, если вы были на расстоянии. Человек был далеко, и момент воссоединения. Ты можешь все, да, только ведь, да, у тебя шансы уже сейчас, возможности, вот не в облаках, а здесь вот в
твоем пространстве летают какие-то возможности. Причем что-то повторялось, правда, несколько раз. Уже сейчас идут подсказки, дорогие мои. Напишите, какие. Кто-то уже, возможно, поймет, о чем идет речь. Я, кстати, тоже захожу на... Мне женщина пишет, да, что ваши видео поменяли мою жизнь. Или ваши видео лечат. Или была бессонница, я стала спать, иметь нормальный сон. Вы знаете, я сама смотрю свои видео, да, методом тыка именно. Не так, что специально выбираю, да, я прокручиваю и включаю. Вот как рулетку. Да, и почему? Потому что случайности не случайны. Вот даже себя сама, да, я лечу своими видео. Развеется какая-то правда. Не развеется, а вы услышите какую-то правду. Здесь момент есть боли. Не есть той боли, да, что прям рыдать в подушку, да, вам становится как, для вас это как шок, да, странное. Что-то происходит, вы об этом узнаете, и для вас это шок. Но вы понимаете, что это же вам в руку, это вам выгодно, что вы об этом узнали. Что это? Сейчас я посмотрю, что это может быть. Обман. Вы узнаете или разоблачите что-то, и вам будет это в руку, или же как аргумент, например, для суда, или же как какой-то повод, да, уехать. Вам нужна была эта дорога, но вы не знали как, и вот это случилось, и для вас это аргумент. А вот видишь, причем вы сама как-то, как, знаете, вот мышка бежит, бежит, ищет сыр, и она находит этот... Вы сама находите эту правду, вы ее найдете. То есть она как рассветится во тьме. А возможно, это может быть вечернее время суток. Правда придет в вечернее время суток. И здесь колесо закрутится. Или пойдет движение. Быстрым чередом. Вы знаете, вот это вам сыграет, я и говорю, на руку, да? Вы будете радоваться. Тут есть момент, да, что вы счастливы. Даже захотите отпраздновать это. Деньги. Это касается как-то финансов. Какой-то большой куш вы в жизни сорвете. Причем, смотрите, давайте помедитируем, вернее, поаффирмируем, да, посимароним. Колесо счастья, туз пентаклей. Вам это будет в руку, да, если был суд, вот тут именно в руку. Да будет так. Дальше уже не будем открывать. Давайте посмотрим, что скажет оракул. Тебе письмо от тебя из будущего. Достанем одну карту, да, если потребуется доложить, достанем еще. Тут явно кто-то узнает какую-то тайну. Причем такую минусовую, как сказать, неприятную. Тайна будет неприятна. Давайте еще одну.
одну, да? Тайна будет неприятна, но вы это оставите. Вы увидите ее, опять показывает, что вы ее увидите. Среди всего многого, где много информации, где много всего, вот вы ее конкретно увидите. Вот прям четко, опять-таки, да, весточка придет или же, да, как-то подступится вечерняя карта, вечернее время суток, весть. Это информационное что-то. Для вас будет все ясно. У меня почему-то сердце идет, это как-то чувств может касаться, да, или затронет ваши чувства. Об этом люди будут говорить, или вы будете с кем-то это обсуждать, об этой тайне. Это все не просто так. Да, одну карту достали. Колесо закрутится, опять-таки. Вот вам и подтверждение. Вы это оставите. Вам это будет в плюс, на руку оно вам сыграет. Тут кто-то себе по голове будет даже гладить, говорить, какая я молодец, или какой я молодец. Хороший детектив, да, или же вот, ну просто она, да, среди всего множества чего-то, эта информация или что-то выделится, или вы что-то, может, найдете в вечернее время суток, или где-то, может, кто-то сообщит тоже, возможно, через птицы, да, известия. Вам будет в руку, вам как по руке, да, высшие силы погладят. Хорошо. Начнется какое-то движение после этой правды. Это очень интересно. Так, давайте сейчас быстренько сделаем 3 позиции на моих авторских колодах. Золотой ключ. 3 позиции. Выберите для себя одну. Давайте по одной. Смотрите, числа, да? Числа, числа, числа. Не зря информация о числах. Я сейчас достану быстренько, чтобы не забыть об этом. Числа для вас. Быстро. 12. 13. Может, кто-то родился в этих числах? 6. 4. 9. Последняя. Все. 9. Все. Больше не идет. Дальше едем. Кто выбрал позицию первую? Давайте посмотрим, что карта для вас скажет. Новый человек в вашей жизни для супружества. В вашу жизнь идет сильная любовь. Кто выбрал вторую позицию? Вселенная даст вам знаки. Возможно, уже дает. Мы об этом говорили, да? Зеркало. Карта сулит вам весьма приятное общение с новым человеком. Вот так. Третья позиция. Новый коллектив, коллеги, друзья, знакомства. Прислушайся к своему сердцу, интуиции. Они еще никого не подводили.
Вот такой вот был сегодня у нас расклад. Ну а за личным раскладом или приобретением моих авторских колод обращайтесь. Все контакты я указала под видео. Также, кто хочет записаться на чистку, смотрите, следующий термин, группу, я набираю на 26 марта. С 26 марта по 7 апреля будет группа. Число мест ограничено. Кто не успевает, да, можете записаться с 25 апреля по 7 мая. Но перед тем, чтобы приходить на чистку, для начала пройдите диагностику. Сейчас огромная, да, очередь выстроилась на диагностику. Почему? Потому что сам вообще процесс, да, отливки, когда я делаю на воске диагностику, очень такой долгий. И туда влазит очень мало людей. И поэтому каждый раз, да, приходится понемногу это все сдвигать. Да, даже у кого-то я уже не успеваю смотреть. Если кому-то требуется чистка, то приходится ее переносить, потому что группа уже собрана, переносить на другой термин. Поэтому смотрите так вот. Хорошо. Для диагностики, диагностика бесплатная, да, сам ритуал чистки он платный, 13 тысяч рублей, а диагностика бесплатная. И, пожалуйста, девочки, донаты, благодарность за диагностику не присылайте, этого делать не стоит, нельзя этого делать. И еще хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, спонсорство нашего комьюнити Ведескара. Огромное спасибо за такой энергообмен между мной и между вами, чтобы у вас в 100 раз приумножилось. И также спасибо вам большое за ваши теплые комментарии, за то, что вы так отзывчивы, за то, что вы желаете мне, да, и нашему комьюнити процветания. Огромное вам спасибо. Мне очень приятно, все комментарии я ваши читаю. И желаю вам, чтобы ваши мечты, ваши надежды в скором осуществились. И главное, никогда и ни перед чем не падайте духом. Будьте сильны, держу за вас пальчики и во благо всем вам. Всех вас очень люблю, крепко обнимаю и спасибо, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Ведескара. Оставляю контакты, да, внизу под видео и через QR-код. Вы можете поставить на паузу и перейти в телеграм-канал, в личный телеграм или в топ-линк, где вся информация. Вот, по поводу обращения по картам, да, диагностики или личным раскладам, пишите в личный телеграм. Спасибо и до встречи.